Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Рашид Мередов прибыл в Тегеран с рабочим визитом. В реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадак внедрен метод ипотерапии. Туркменистан привлечет экспертов МАГАТЭ к проекту строительства Международного центра онкологии и другие новости. Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым прибыла с рабочим визитом в Тегеран. Туркменская сторона провела переговоры с заместителем министра дорог и градостроительства, министром нефти и министром энергетики Исламской Республики. На встречах был отмечен высокий потенциал двустороннего сотрудничества. Визит делегации Туркменистана в Иран продолжается. В эти дни группа юных ашхабадцев, нуждающихся в восстановительном лечении, проходит стационарное лечение в Центре охраны здоровья матери и ребенка города Аркадак и реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова. К ребятам применяется также метод лечения через общение с ахалтекинским скакуном, его кормление, уход и наблюдение за ним, а также участие в различных играх с ним. Метод, известный еще со времен Гиппократа, полезен в качестве восстановительного лечения при нервном напряжении, сильной усталости, заболеваниях центральной и периферической нервной системы. Туркменистан намерен привлечь экспертов Международного агентства по атомной энергии в рамках строительства в Ашхабаде Международного научно-клинического центра онкологии. На встрече в Ашхабаде заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и директор Европейского отдела Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Эви Кюликала обсудили текущие и перспективные совместные проекты, в том числе в области модернизации радиотерапевтической службы, обновления законодательной базы по радиационной безопасности. Четырехстороннее межправительственное соглашение о создании транспортного коридора между Каспийским морем и Черным морем планируется подписать в 2025 году. Об этом стало известно по итогам видеоконференции с участием представителей Министерств иностранных дел и транспортных ведомств Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся наращивания грузоперевозок и стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Европейским Союзом. Легендарный российский путешественник Федор Конюхов вписал новую главу в историю мореплавания, став первым человеком, преодолевшим Южную Атлантику на весельной лодке. Экстремальное путешествие, начавшееся 5 декабря у мыса Горн, завершилось спустя 68 дней, когда его лодка «Акрос» вошла в воды Индийского океана. За свою выдающуюся карьеру мореплавателя Конюхов накопил внушительный список достижений, включая пересечение Атлантического океана за 46 дней и несколько переходов через Тихий океан. В Объединенных Арабских Эмиратах запускается 5-й ежегодный конкурс похудения, который продлится с 21 февраля по 22 мая. Участникам предлагается уникальная возможность получить вознаграждение в размере до 300 дирхамов за каждый сброшенный килограмм. Предыдущий сезон конкурса привлек более 18 тысяч участников, а призовой фонд составил 40 тысяч дирхамов. Один из самых впечатляющих результатов показал 31-летний экспат, похудевший на 30 килограммов и получивший приз в 9 тысяч дирхамов. Испанский «Реал» со счетом 3-2 обыграл английский «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере. Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе, Брайм Диас и Джуд Беллингем. У проигравших оба мяча забил Эрлинг Холланд. Ответный матч пройдет 19 февраля в Мадриде. В других матчах игрового дня Ювентус дома победил ПСВ, Боруссия на выезде разгромила Спортинг, а ПСЖ в гостях крупно переиграл Брест. На 29-м международном турнире по самбо на призы президента Республики Беларусь туркменские спортсмены завоевали 1 серебряную и 5 бронзовых медалей в различных категориях. Серебро в весовой категории до 98 килограммов завоевал Суфхан Овезгельдыев. В женских соревнованиях бронзовых медалей были удостоены Азиза Назарова, Аминат Гуванова и Мирджан Джораева. Среди мужчин бронзу выиграли Агасапар Мухадов и Бегенч Балтаев. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.